Сегодня мы приехали в Шелкинский район по исчезнувшим деревням. Мы стоим на месте бывшей деревни с красивым названием Чанябия. О Чанябие, об этой деревне нам расскажет местный краевед Зубарев Алексей Николаевич. Пожалуйста, Алексей Николаевич. Эта деревня расположена вдоль Сибирского тракта. Сейчас вместо Сибирского тракта здесь идет дорога Федералка. А так, если посмотреть, то в сторону, смотрите, по правой стороне, это старый Сибирский тракт. Вот он. Вдоль Сибирского тракта и спускалась. Как раз дорога пересекает улицу. Улица начиналась от речки отсюда и поднималась. Она поднималась здесь поверху. И эта дорога как раз туда по улице проходит. А если в другую сторону посмотрим, то она, деревня была расположена и шла, там знаки стоят, поворот на Копки. Примерно до того места поднималась эта вся, с обеих сторон стояли дома. Здесь и по этой стороне, и по левой, и по правой тракту с обеих сторон были дома. Здесь был хороший пруд, очень большой, родник большой. Тут говорили, что были хорошие гончары, горшки делали. Да, это как раз гончарная расположена вдоль по речке Чинейки, вниз по течению туда. И там стояло 6 домов, там как бы выселок был. Мы переместились на другой конец села, деревни Чанябия. Если посмотреть в ту сторону, видите, там старое дерево стоит. Тут был центр, магазин, где там деревья видно, там тополь большой. В том месте как раз была школа начальная, магазин, клуб. И здесь была прямая дорога, здесь была дальше конный двор, ферма. Здесь были по этой дороге, она идет до леса, дорога. И там будет поле и 2 луга крутых. Там гончарная была, там копали, глину делали, обжигали, там и печки. Там и сейчас можно кое-что увидеть, если вы туда проехать. Не знаю, народ поехал разный, молодежь, старики умерли, молодежь уехала, деревня распалась постепенно. Большая часть деревни живет в селах. Мы приехали в село Копки. Рядом с Копками было много исчезнувших деревень. Самая ближайшая исчезнувшая деревня – это деревня Зорина. Здесь была деревня Зорина. Здесь родился герой Советского Союза Николай Иванович Голдобин. Эта деревня была русская. В основном здесь жили Голдобины и Зорины. По рассказам старожилов, в этой деревне была самая лучшая маслобойня. Льняное масло было лучше всех. Жили здесь в основном русские. И приходили в эту деревню, здесь очень красиво пели песни. И хорошо работали, эти поля удобряли. А речка как называется? Это Сардыки будет, там Сардык, да, ведь это Сардык, сливаются они. Если пройдем, там деревня Сардыкью. Там начинается речка Сардык. Сейчас мы находимся в поле, недалеко отсюда, метров 300 была деревня Сардыкью. Это была небольшая деревня, односторонняя. Была там кузница, конный двор был, и мельница была. Здесь находится начало реки Сардык. В нашем Шелкинском районе 3 Сардыка, малый Сардык, большой Сардык. А это наш Сардык, который течет через наше село Копки. Мы через него потом проедем. Домов много было? Нет, домов 15, да, 15-20. Небольшая была деревня. Отдельный колхоз был, эти поля их все разработанные. Ухаживали за полями, растили хлеб, жили. Недалеко от нее находится деревня Мукшур. Если вправо поедем по этой дороге, мы приедем в Аманы, затем приедем в Федоры, Копкинский выселок, в Русаи приедем. Все они исчезли? Нет. В Аманах 1 человек живет, в Федорах никто не живет, в Русаях живут, на выселке живут. Там дорога есть, можно в Сюмсинский район попасть еще по этой дороге. Мы с вами находимся на месте бывшей деревни Живоглот. Семья Копыловых, которые большинство живут в городе Ижевске, установили такой святой крест в честь о людях, которые жили в этой деревне. Жили здесь и работали люди, возделывали поля, разводили рыбу, ловили рыбу. Тут здесь был, да? Ферма была здесь. Дорога через эту деревню. Деревня была двухсторонняя. Так, недалеко протекает Кручма река.
Здесь был смольный завод во время войны и после войны. Тут, значит, лес валили, сплавляли его по реке Крчме до Кельмези, а затем до 4-й площадки все называется поселок Кельмези. И жили здесь и удмурты, и русские. Да, здесь была Юля самолет, которая жила до 93 лет. Она за день и в Кавказе по всей деревне побывает. Тут ногу сломала, только туда она перестала ходить. А так она весь день туда ставит. Какая была интересная. Но в основном здесь оно русские. Мы стоим на месте бывшей деревни Чаши, недалеко деревня Крчим. И местный житель деревни Крчим, Леонид Андреевич Воронцов, нам несколько слов скажет об этой деревне Чаши. Какие тут семьи проживали, большая ли деревня была. Леонид Андреевич, какие тут семьи проживали, какие фамилии, помните? Да, Ишембаевы жили, Слесаревы, Малышевы. Домов здесь много было. Одна улица, Одна да? улица. Там она всего. проходила, да, Да, помню? здесь вот проходила одна улица. На улице была. И, по-моему, тут еще кузница была, да? Не было, здесь конюха не было. И пруд у них был, я помню. Да, здесь не было. Она выше, ниже была. Да, Ниже, она вот Чашинский там. пруд Это назывался. Чашинский пруд называется, да. Деревня Она там Чашин. вообще внизу. Понятно, да. Здесь вот туда выше, туда конюшня. Лошадей много было там? Там лошадей, наверное, 10 было. Это русская или удмуртская деревня была? Кто здесь жил? Здесь русская была. Здесь? Раньше они русские. Ну, русские были. Ну, Сембаев, по-моему, мурты были, нет? Так вот они вот А говорили по-русски. по-русски все, зачем-то. Одни сосны растут, вот черемухи осталось, рябина. Это все было в огородах, вот эта черемуха, вот видишь, вот сохранились еще. А остальное вот, что было вот пахать нам тут. Ну вот перепахивали, это все огороды их нет. Ты здесь Вот. тоже пахал, да? Да, это все кучу сталкивали, вот такие постройки старые уже. И вот мы начали пахали. Потом и пашню забросили. Все запросили здесь, видишь, просто. Хорошо, хрен растет тут. Видно. В деревнях обычно всегда выращивали хрен. Сюда ходили из деревни Крчим за хреном. Ага. Я помню, у нас вот жили Малышевы. Малышев, Балыша, помнишь? Витька. Хрен-то школу носил. Такие воспоминания детства об этой деревне. Я тоже тут недалеко, деревня Крчим, жил. Поэтому помню об этой деревне.